Они могут сказать о человеке гораздо больше, чем самые близкие друзья. Каждый том, каждое издание, как неотъемлемая часть общей картины. Библиотека Мумина Канаата – это продолжение его самого, поэта, писателя, мыслителя и общественного деятеля, интеллигента до мозга костей. Он хранит и продолжает дело великих Саади, Хафиза, Омара Хайяма. Ведь хорошая книга дает плоды, порождая другие книги. Человек, сколько он не был бы великим и известным, он хочет познавать все. Познавать весь мир, тайны мира, общается со всеми. Тем более люди, которые очень много ездили во всех странах, встречались с политиками, с учеными, деятелями литературы, искусства, духовенством. Видели, но все виденное, все то, что видит человек, воспринимает не очень много. Он из поколения шестидесятников, революционеров творческой мысли, борцов за независимость идей от политического и партийного диктата. Евтушенко, Рождественский, Ахмадуллина, Сулейменов. В этом ряду и сын таджикского народа – Канаат. По всему Советскому Союзу искали новые, качественно новые какие-то подходы к творчеству, к независимости, культуре. И по качеству поэзии, так сказать, потому что политическая, голая политическая поэзия, декларативная, лозунговая, не устраивала уже никого. Поэт обеспокоен культурой и литературным будущим страны. На его взгляд, современное общество деградирует из-за отсутствия истинных ценностей, безграмотности молодежи и людей среднего возраста. Массовая культура. Это не профессиональная культура. Поэтому и в литературе происходит то же самое явление. После изменения ценностей прошлого мировоззрения и личностей новое не созрело, потому что не состоялось новое мировоззрение. Национальная идея, она до конца не разработана даже. Даже в ученом мире, в правительстве национальная идея до конца научно не обоснована еще. Лауреат Государственной премии СССР, премии имени Рудаки, член Академии наук Таджикистана. Его поэма «Голоса Сталинграда» исполнена драматизма произведения о подвиге тех, кто отстоял город на Волге. Здесь монологи земли, реки, живых и мертвых, солдат и матерей. Все это сливается в единый хор памяти тех, кто пал ради жизни других. В землю падают молча цветов семена, вновь весною долина цветами полна. А упал человек, никакая весна не подымет погибшего человека. Если он и подымется, трудно привстав. Если даже шагнет на крутой пьедестал, то холодный гранит и бездушный металл тайну жизни и смерти уже не расскажут. В дни, когда серость за окном и нет вдохновения, когда муза тихо уходит, только внуки знают, как помочь творческому деду. Всем трудности, которые встречаются на каждом шагу, и творческие муки, и политические, и социальные, и по работе. Устаешь и возвращаешься домой, думаешь, что я больше не буду заниматься ничем. Посидишь с ними посидишь, они начинают разряжать тебя. Вот только дети могут вытащить человека вот из этого круговорота, когда человек падает туда и не может выкарабкаться. Когда у тебя такая бурная жизнь, которая из провинциального студента вывела в председателя комитета по международным делам Верховного Совета СССР, когда объездил полмира и дружил с великими людьми, есть что вспомнить. Воспоминания по деталям все не расскажешь. Все, что оставил какой-то отпечаток, какое-то очень сильное впечатление со времен, с тех пор, как я помню себя. И столько изменилось в мире, в нашем мире. Мумин Канаат верит, что его творения проживут долго, будут передаваться из поколения в поколение, ведь поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но поэзия останется.